мальчиком Агарь. Путь собралась дальний с грустью и печалью, с госпожей проститься кротко подошла. И в минуту грусти, в час их расставания, Сара посмотрела на свою рабу и сказала мужу в горести сознания: отпусти их с миром, пусть себе идут. Авраам наполнил мехи их водою и запасы хлеба в путь им положил. И Агарь спокойно с поступью прямою шла с нею рядом, шел сын Измаил. И в пустыне дикой, солнцем опаленный, час, когда средь зноя кончилась вода, и, смотря на сына, мать подняла руки, к небу устремилась с верою она. Плакала пред Богом, слез не утирая, говорила будто странные слова. Не могу смотреть я, как он умирает. Видишь ты, владыка, кончилась вода. Жаждой и страданием отрок истомленный шевелил губами, умолял Творца. Вдруг явился ангел, возвестил с любовью, указал на место, где была и наполнив мехи чистою водою, мать и сын собрались в дальний путь идти. И, блестя на солнце золотой струею, лился благодатный и живой ручей. Утомленный путник, если ты в пустыне
источник жизни, только верь ему, он тебе укажет, как этой